Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные темы выпуска. Старт с новой командной высоты. Новая вышка делает видимым то, что раньше приходилось догадываться по радару и радиообмену. В столице ввели в эксплуатацию новый командно-диспетчерский пункт международного аэропорта Грозный имени Ахмата Хаджи Кадырова. Высокая награда. Мэр города Грозного, Чеченская Республика, Кадыров Хасмагомед Шахмагомедович. Проект Чеченской Республики вошел в число лауреатов Всероссийской премии «Служение». Повышая безопасность и комфорт. На трассе Р-217 открыли обновленный участок. Теперь движение будет спокойным и быстрым. В аэропорту Грозного открыли новый командно-диспетчерский пункт. Открытие приурочили ко Дню работников транспорта России. Это не просто новое здание, а высокотехнологичный комплекс, открытие которого позволит улучшить связь с экипажем самолетов и снимет ограничения, связанные с плохой видимостью. Повысится безопасность и точность управления воздушным движением, а также возрастет пропускная способность аэропорта. В мероприятии принял участие глава региона Рамзан Кадыров. С места открытия Лимда Жамалдинова. При строительстве нового командно-диспетчерского пункта архитекторы сразу закладывали национальный колорит. Административный блок выполнен в форме полумесяца, а сама вышка вытянута в 52 метра в высоту с плавным гиперболоидным силуэтом. В церемонии открытия принимает участие лично глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров. Рабочее место диспетчера вышки оборудовано КСА «Галактика», отвечает всем стандартам ИКАО и Евроконтроля. И устроено по принципу больше информации на монитор диспетчера. Если раньше диспетчеру приходилось получать информацию из разных источников, скажем, метео, вода, источники, там запреты, ограничения на другом, сейчас все выведено сюда, и это очень сильно облегчает труд диспетчера. Вот такой системы, как у нас, нигде в России больше нету. Это самая такая модернизированная, хорошая система. Вот здесь вот реально вот воздушное судно летит, рейс. Да? Да, то есть здесь уже видно скорость ее, высота, позывной, то, что идет соответственно воздушного судна. На верхнем уровне панорама всего летного поля. Здесь же рабочие места диспетчеров, обновленная связь, радары, метеокомплексы и автоматизированный тренажер. Все объединено в единый контур и уже отработано на нагрузочных испытаниях. Сейчас минимум на посадку у нас 50 на 800. 800 метров это видно, 60 до нижней границы облаков. На новом у нас все оборудование установлено будет 30 на 400. 400 метров видимость, 30 метров нижней границы. В более сложных условиях позволяет совершать посадку, не уходя на запас, что регулярность и эффективность использования воздушного пространства повышает. В ночное время там идет пересчет с этой системы, где-то видимо 150 мы можем принимать самолет. Где-то лет 7-8 назад мы с вами на улице стояли, в рейсе встречали, у нас находил в зоне ожидания. Рамзан Ахматович сказал, что у нас будет аэропорт, который принимает будет любую погоду. Но сейчас мы уже очень близки к этому. Да. Наше оборудование все стоит на новую полосу. Да, на новую полосу, да. Вот, на действие 60-800 пока минимум такой. Но это тоже достаточно высокий минимум, 60 метров. Кроме того, в диспетчерском зале организовано прямое включение с Москвой. Объект представлен к вводу. Глава региона докладывает премьер-министру страны о готовности комплекса обеспечивать полеты в любых погодных условиях. Многоуважаемый Михаил Владимирович, приветствую вас, уважаемые коллеги. Строительство этого объекта, как и все положительные изменения в республике, стали возможным благодаря курсу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и команда первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Командный пункт отвечает новейшим стандартам и безопасности. Недавно были проведены испытания. Можно уверенно сказать, что пункт справился отлично.
Головнейш, это этап строительства Гродненского аэропорта завершен. Благодарю за внимание. На связи из Москвы председатель правительства России Михаил Мишустин. На полях 19-го международного форума транспорта России он запускает несколько крупных объектов по стране, включая и командно-диспетчерский пункт в Грозном. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемый Александр Владимирович, Андрей Владимирович, друзья, в первую очередь хочу вас всех поздравить с этим замечательным событием. Открытие воздушных гаваней в крупнейших городах страны – это знаменательное событие для всех россиян и, конечно, для жителей, для всех, кто на сегодняшний день либо будет путешествовать, либо живет, либо как-то соприкоснется с нашими замечательными городами. Грозный становится важнейшим транспортным узлом всего Кавказа. Все оборудование, система управления воздушным движением отечественного производства и отвечает актуальным требованиям безопасности и энергоэффективности. Работы выполнены в рамках масштабного проекта по реконструкции и строительству международного аэропорта Грозный-Северный имени Ахмата Хаджи Кадырова и реализуется благодаря государственной программе Российской Федерации развития транспортной системы и стал одним из самых значимых инфраструктурных объектов региона. Командно-диспетчерский пункт при введении, когда ведется новая взлетно-посадочная полоса, значительно позволит улучшить пропускную способность, максимальное количество взлетно-посадочных операций в час, что, конечно, позволит увеличить пассажиропоток, привлечь сюда больше туристов, летать в более удобное время, в утренние и вечерние часы, как это нужно именно пассажиру. То есть все это делается для того, чтобы удовлетворить потребностям пользователя воздушного пространства в удобное время, быстро, качественно и, самое главное, безопасно. Главная функциональность. Выбор места для комплекса соответствует строгим требованиям обеспечения обзора. Высота вышки позволяет осуществлять полный контроль. На этой высоте обзор для диспетчера перестает быть хаотичным. Воздушное пространство аэродрома собирается в единую картину. Стоянки, полоса, маршруты прилета и вылета – все можно наблюдать визуально. Новая вышка делает видимым то, что раньше приходилось догадываться по радару и радиообмену. И вот первый самолет, который диспетчеры ведут уже с новой башни. Лайнер отрывается от земли, и для сотрудников это знаковый момент. Командно-диспетчерский пункт переходит в рабочий ритм. В этот момент за пультом диспетчер, который ведет одну из первых смен на новом оборудовании. Халид Гучигов отмечает, что доступ к информации стал быстрее, обзор шире, а устойчивость связи выше. Такая точность данных позволяет работать увереннее. Мы работали на старой вышке, то есть это так называемая вышка, там вот видно с правой стороны вагончики. Условий практически, можно сказать, никаких не было. А сейчас, как вы видите, здесь новое здание КДП, новое оборудование, которое в России, можно сказать, единицы аэропорта, в которой есть такое оборудование современное. Работа очень ответственная, но и интересная. Здесь сейчас, можно сказать, все автоматизировано. Раньше приходилось все писать от руки, листочки, карандаши, а сейчас все автоматизировано и все, то есть на компьютере, в принципе. Это все, конечно, упрощает. В завершении вручение наград строителям, инженерам, связистам, тем, кто работал на объекте в сложных условиях действующего аэродрома. Отмечают ведомственными знаками. Совокупность новых решений позволит увеличить пропускную способность аэропорта. Количество взлетно-посадочных операций вырастет почти втрое, с 14 до 50 в сутки. Это открывает новые возможности для развития региональных и международных авиасообщений как важного транспортного узла Северного Кавказа. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Сегодня на федеральной трассе Р-217 Кавказ открыли новый отремонтированный расширенный участок. Водители ждут современное дорожное покрытие, новая разметка и знаки, а также обновленные системы безопасности. Что это даст? Снижение пробок, повышение пропускной способности и, конечно, большая безопасность для всех автомобилистов. Репортаж Мадины Кураевой.
Автомобильная дорога Р-217 «Кавказ» общей протяженностью почти 20 километров берет начало под Грозным на 653-м километре основного направления трассы. Результаты проделанной работы на обновленном 10-километровом участке представили на 19-м международном форуме и выставке «Транспорт России» в рамках транспортной недели 2025. Участие в открытии в формате прямой трансляции принял председатель правительства России Михаил Мишустин. Хочу вас в первую очередь поздравить. Это знаменательное событие, когда открывается новая дорога. Сегодня, вы знаете, по поручению президента в стране их строится очень много. Этот бум строительства дорог сегодня замечают все, радуются, рассказывают. Даже когда сегодня на самолете подлетаешь в любой город, я много посещаю наши регионы, всегда замечаю новые дороги, новая логистика. А транспортная связанность сегодня, о которой всегда говорит нам президент, дает мощнейший импульс развитию экономики любого региона. И хочу вас с этим поздравить. Посмотреть, какая красота в Чечне, вот там за нашими коллегами, открываются горы. Поэтому уверен абсолютно, что эти решения и возможности привлекут огромное количество, в том числе и путешественников, туристов. Поздравляю вас также, пользуясь случаем, с профессиональным днем работника транспортной отрасли. Участок с 59 по 69 километр между селами Итумкали и Ведучи считался одним из самых сложных. Высокогорная местность, оползневая активность и сейсмичность до 9 баллов. Все это требовало капитального вмешательства. Сегодня трасса после масштабного ремонта полностью введена в эксплуатацию. На протяжении всего 10-километрового участка уложено новое полотно и трехслойное асфальтобетонное покрытие. Верхний щебеночно-мастичный слой рассчитан на высокие нагрузки и перепады температур. Ширина проезжей части теперь составляет 6 метров, а обочины расширены до 2. Это благодаря главе республики, который постоянно имеет контроль над дорожниками, можно сказать, не имея, если на равнинной части или в горной части республики. Неустанно глава республики постоянно контролирует, поэтому у нас очень хорошие дороги, комфортные дороги. В ходе ремонта завершено строительство 10 удерживающих конструкций общей длиной почти 800 метров. Смонтированы водопропускные трубы, укреплены входные и выходные русла, обустроены водоотводные лодки. Все это защищает дорогу от сезонных спусков и паводков. Мы на год раньше выполнили свою работу с достойным качеством, что повысит качество, комфорт и жителей Итумкалинского района, соответственно, и туристов, которые передвигаются по этой автомобильной дороге. Как я отметил до этого и отмечаю, и хотел бы сказать, сейчас заканчивается разработка проектной документации, капитальный ремонт километр 4259 этой же автомобильной дороги. Это будет продолжением данного участка автомобильной дороги и еще 17 километров данного участка автомобильной дороги Р-217 подъезд к горнолыжному курорту Ведучи будет реализовано. Начало реализации уже в следующем году. Преобразились и прилегающие села. В Итумкали и Ведучи появились обновленные линии наружного освещения протяженностью 3 километра. Для пешеходов построены тротуары с перильными ограждениями и новые остановки автопавильонами. Сейчас по этой дороге уже свободно могут пройти и туристические автобусы, и местный транспорт. И главное, новая инфраструктура и инженерные сооружения делают маршрут удобным и значительно безопасным. Обновленный подъезд к популярному комплексу Ведучи – важное направление для развития туризма. По оценкам специалистов, к 2040 году интенсивность движения превысит здесь 3,5 тысячи автомобилей в сутки. Дорога готова к таким нагрузкам. Мадина Кураева, Мосар Хаджиев, Магомед Утаков. Вести. Чеченская Республика. Высокое признание для нашего региона. Проект мэра Грозного Хасмагомеда Кадырова вошел в число победителей общероссийской премии «Служение». Из года в год премия является главным событием всего муниципального сообщества, предоставляя возможность каждому представителю рассказать о своих достижениях и успешных инициативах. Церемония награждения запланирована на 2026 год. Детали в сюжете Мадины Кураевой.
Премия служений – одна из самых значимых всероссийских наград в сфере муниципального управления. Она отмечает тех, чья работа остается незаметной для широкой аудитории, но ежедневно меняет жизнь людей к лучшему. Мэр города Грозного, Чеченская Республика, Кадыров Хасмагомед Шахмагомедович. Среди победителей и проект нашего региона – Институт пространственного развития, который занимается реализацией мастер-плана Грозного и развитием территории. На премии его представил градоначальник Хасмагомед Кадыров. Инициативой о создании самого института как инструмента по реализации стала инициатива мэра города Грозного. Собственно, мы призваны реализовывать те кейсы, те материалы и процессы, которые были заложены в стратегическом долгосрочном документе, более детально, проработано и уже с авторским надзором и реализацией. Мы сопровождаем реализацию проекта нового района имени Путина. Это как первый инвестиционный проект мастер-плана. Уже сейчас реализован первый этап, и нашей работой была там разработка аллеи проспекта Путина, благоустройство вдоль арабских домов. И сейчас уже дан старт разработки, точнее реализации парка имени Владимира Ильича Путина. Тоже проект был сделан нами. Сейчас мы ведем детализацию проектной документации и авторский надзор над строительством. Организатором премии служений выступают Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и администрация президента России. Они обеспечивают экспертный отбор, прозрачность конкурсных процедур, масштабирование лучших практик по всей стране. Благодаря этому формируется единое профессиональное сообщество управленцев, тех, кто отвечает за развитие территорий. Мы часто говорим, что муниципальная власть ближе всего к людям. Конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить, именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны, так как люди видят свое настоящее и будущее. В 2026 году премия расширится двумя специальными номинациями: с передовой СВО в муниципалитет и профессиональные кадры будущего муниципалитета. Организаторы призывают представителей муниципального сообщества уже сегодня подать заявки и становиться частью большого профессионального движения. Мадина Кураева, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Возвращение к жизни после тяжелого ранения – это отдельная битва, которую бойцу приходится вести уже после фронта. И в этой борьбе военнослужащим важно знать, что они не остаются один на один со своими проблемами. Фонд защитников Отечества стал для многих участников специальной военной операции настоящей опорой в самый трудный момент. Его поддержка действует во всех аспектах, давая бойцу не просто надежду, а реальный шанс вернуться к полноценной жизни. Подробнее расскажет Турпалали Тайсумов. Участник специальной военной операции Жабраил Гидаев отправился в зону проведения СВО в самом начале. К сожалению, не обошлось без увечий. Он потерял ногу. Однако благодаря помощи Фонда «Защитники Отечества» смог получить качественный протез, который позволил двигаться с комфортом. А сегодня ему пришел большой комплект адаптивной одежды. Физический, моральный, психологический массаж аушек далуштек деш буделон етанц. Изначально протез улкан веда изчана свег военкомату или непосредственно вопрос решать деш Фонд защитники Отечества и он сдавенчана царь. Протез улкан сразу вопрос решить. Москва уайтен. Сега до харпрелер протез сега ирсун. Оружие шоланик долдиклело. Москва инчула оля и оружие. Программа обеспечения данной одежды стартовала 30 июля этого года. Региональный филиал фонда помогает ветеранам во всех спектрах жизнедеятельности. Вещи, вручаемые особенным людям, создаются с учетом физиологических данных человека. С Нового года ввели, но пока мы начали собирать документы, там нужен перечень, да, определенных документов. Заявки были отправлены, и вот 3-4 месяца уже, да, как мы начали уже получать этот комплект и стали выдавать. Одежду может получить те участники специальной военной операции с инвалидностью, у которых нарушение нижних конечностей, то есть это ампутация парная может быть, или же ампутация одной ноги. Далее ампутация верхних, то есть нарушение верхних конечностей, да,
и у кого проблема с опорно-двигательным аппаратом. Далее еще с паллиативным статусом и кто передвигается только на кресло-коляске. Организация поддержки участников специальной военной операции и их семей создана по поручению президента Российской Федерации. Цель фонда – протянуть руку людям, нуждающимся в физиологической и психологической поддержке, а также содействие в трудоустройстве. Фонд стремится не просто помогать, а создавать условия для полноценной жизни героев Отечества, которые, не жалея сил, отстаивают честь и безопасность страны в горячих точках. Турпал Алита Исумов и Джабраил Хаджиев. Вести. Чеченская Республика. Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чеченской Республике Ахмед Адаев поощрил руководитель телерадиокомпании региона за активную и весомую поддержку в освещении работы ведомства. Встреча прошла в преддверии Всемирного дня телевидения в теплой дружеской атмосфере. Представителям СМИ были вручены медали и благодарственные письма от ведомства. Açan derdüğün alış vol iza masu ve belg organizatış ministerstvoş masu vedevşöz masu televidniş saniye jo yok mettig yolşu aqwadin urkhal saniye yok mettig yolşu ve aydal aqa waydin urkhalla waydiyaşnaq masu tsaniye sabart boluşa qoniyaq eha qahyox busha beregi masara mergiyoloş terek Allah dal şey dahloyla daligan biqam boyla aqal jdensa masu waday qalbala. Ахмед Адаев подчеркнул значимость конструктивного взаимодействия с журналистами и поблагодарил представителей за профессиональное освещение их деятельности. Встреча завершилась совершением дуа мемориала богословов Чеченской Республики жертвам репрессий и памятной фотографии. Хотел сказать и поблагодарить за такое большое взаимодействие, за постоянное, за всестороннее, как говорится, которую оказываете вы. Еще раз поздравляю с вашим профессиональным праздником. Грозный продолжает активно развиваться как интеллектуальная столица региона. Подтверждение тому открытый шахматный турнир «Мосты поколений», который прошел сегодня в столице. Соревнования такого уровня отлично популяризуют шахматы среди молодежи и укрепляют спортивные традиции. За ходом сражений следил наш корреспондент Ахмед Рамазанов. Атмосфера в зале одновременно наполнена духом дружбы и соперничества. Участники за столом сосредоточены и полные решимости. Каждая партия – это настоящая битва умов, где игроки применяют стратегии, тактики и свои уникальные стили. Очередной турнир по шахматам собрал более 120 участников из разных районов республики и соседних регионов. На мероприятии присутствуют опытные мастера, а также юные таланты, которые хотят показать свои навыки и завоевать призовые места. Кроме нашей республики, Ингушетии, Дагестане, Хабяхна и турнир Лоус. Çok интересный. Мухлош бу, цега, хинцхол боин. Организаторы создали комфортные условия. Уютный зал, шахматные столы и необходимые материалы были подготовлены заранее. Мы считаем, именно шахматы – это одна из направлений, которая действительно развивает человека, ребенка. И поэтому мы, в свою очередь, всегда вносим такую лепту в наше общество, в регион. И также проводим такие масштабные мероприятия и по шахматам, также и по другим направлениям. Церемония награждения состоялась по отдельным категориям. Ветераны, девочки, среди детей до 11 и 15 лет, а также общий зачет. Всем вручили дипломы, медали и денежное вознаграждение. Первое место нашего турнира занимает Бекмурзаев Сатеми. Победитель получает кубок, диплом. Шахматы учат думать стратегически, с применением принципов. Самое главное – действовать сначала в уме и лишь потом на доске. Данный вид спорта в республике активно развивается, и для этого создаются лучшие условия. Ахмед Рамазанов, Сайтами Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.